Каким вижу я политическое устройство будущего Башкортостана? Об этом много рассуждал и Руслан Габбасов, и другие патриоты. Да, несомненно, это должно быть демократическое государство, правовое государство, государство справедливое и, используя термин Егора Гайдара, компактное. Никаких султанов, императоров, президентов, вообще никаких единоличных должностей, только коллегиальное правление. Из того, что придумало человечество к нашему времени, подходит только парламентская демократия со смешанной избирательной системой. К чему приводит мажоритарная избирательная система, при которой победитель получает все голоса в своем избирательном округе, мы видим в Англии и в США. Весь спектр общественных мнений в этих странах огроблен до нельзя. В двух партиях сосредоточены все активные элементы, от фашистов до коммунистов. Партии поневоле начинают тяготеть к крайним позициям, а умеренное большинство неизменно оказывается в проигрыше. Существование наивысшей должности, избираемой всеобщим голосованием, рано или поздно приводит на чрезвычайно ответственную позицию президента-популиста, демагога, мерзавца, обладающего явными диктаторскими задатками. Я говорю не только о Трампе, который показал всему миру слабость американской политической системы. Точно так же бесправный, казалось бы, президент Беларуси в течение 2 лет подмял под себя аппарат, организовал и фальсифицировал серию референдумов и правит уже 4-е десятилетие. По такой же схеме пытался действовать в соседней Литве и Роландас Паксас. К счастью, политический класс и избиратели оказались настороже и вовремя изолировали его от активной политики. Разумеется, можно узурпировать власть при любой политической системе, но наличие единоличной и персонифицированной должности президента, пусть даже избираемого парламентом, прямо приглашает к узурпации. Кстати говоря, видели мы примеры бессменного пребывания на должности председателя правительства. Тут можно назвать и германских канцлеров, и Берлускони, и Орбана. Кто скажет, что особенно последние не являются почти узурпаторами? Потому должен быть порядок, что ни одна государственная или общественная должность не может быть занимаема более 2 избирательных циклов. Возможно, это правило должно распространяться и на низовой аппарат, вплоть до директоров школ и главврачей поликлиник, а также кантоны и сельские советы, и, возможно, даже на советы директоров акционерных обществ. Такой выдающийся мыслитель, как Владимир Жаботинский, в начале прошлого века требовал даже принудительного перераспределения каждые полвека сугубо частных бизнесов. Но это, возможно, и перебор. Пример Илона Маска доказывает, что даже такая огромная структура не поддерживается сама собой, а вместе со своим основателем и владельцем стареет, увядает и в конечном счете умирает. Подводя итоги сказанного, нам нужна парламентская демократия, смешанная избирательная система, сменяемость всех уровней власти, свобода слова, поддержка среднего и особенно малого бизнесов. Единственный государственный язык – башкирский. Максимальное содействие и поддержка языков и культуры коренных народов Башкортостана, принципиальное обслуживание госаппаратом на языке заявителя, обязательное знание государственного языка ответственными работниками государственного аппарата всех уровней. Необходимо осуществить переход на латиницу. Гарантировать максимальную поддержку прав личности, даже самых, казалось бы, непривычных для нынешнего состояния умов, но ставших уже рутинными в Европе. Мангиешелин, Башкортостан.